эфире «Среда влияния». Сегодня мы выбрали тему, которая буквально взорвала социальные сети нашей республики в минувшее воскресенье. Две свадьбы, и обе с иностранными женихами. Казалось бы, что тут особенного? Но эти торжества стали настоящим праздником остинской культуры. Все от свадебного этикета до национальных костюмов было соблюдено с трепетной точностью. Особенно людям запомнились детали: жакет с вышитым серебром остинским гербом, рубашка в остинском стиле и теплые пожелания гостям на нашем родном языке. Казалось бы, повод для гордости. Наши традиции так ценят, что их бережно хранят даже в семьях, где один из супругов родился за тысячи километров от Осетии. Однако реакция жителей оказалась неоднозначной. В комментариях зазвучали голоса, полные тревоги. Жаль, что наши девушки не достаются осетинам. Не исчезнет ли наша идентичность? Но эта дискуссия, на наш взгляд, вскрыла гораздо более глубокий пласт. Она обнажила то, о чем у нас принято молчать: о кризисе взаимопонимания между мужчинами и женщинами внутри самой Осетии, о невысказанных обидах и разочарованиях, о том, почему многие наши девушки ищут счастье за пределами республики, а наши парни все чаще уезжают в поисках работы и иногда не возвращаются. Это разговор не столько о межнациональных браках, сколько о нас самих, о том, что мы перестали слышать друг друга, о завышенных ожиданиях, о страхе перед ответственностью и о том, как сохранить семью как главную ценность в эпоху перемен. Сегодня мы пригласили в студию и молодую семью, этнографа, социолога, и, самое главное, обычных жителей Осетии, которые согласились сказать правду о том, с чем сталкиваются каждый день. Возможно, именно эти две свадьбы стали зеркалом, в котором мы не хотим, но вынуждены увидеть себя. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я хочу для начала почитать вот эти несколько комментариев, которые подготовили наши редакторы, и послушать, о чем говорят жители республики. Внимание. Правильно девушки делают на 100%. Бабе век короткий, а наши ребята пусть стареют со своими мамами. А может, просто дело в том, что перестали бежать замуж ради замужества, а просто ищут своего человека душой? И вот так оказывается, что родственная душа живет далеко. Сразу скажу, я давно живу и работаю в Москве. Сам я осетин, и, конечно, у меня в Осетии много друзей, родных и знакомых. Могу сказать, что постоянно слышу от наших парней, что им не нужны отношения. В классическом понимании – любовь, взаимность, честность, порядочность. Их интересуют только деньги. У большинства критерии отбора сводятся к тому, кто ее родители, где они работают, чем занимаются и есть ли деньги. И у девушки своя квартира и машина. Вот и все. Но не каждой же дочери родители могут обеспечить такое приданое. Со вчерашнего дня читаю комментарии, знаете, хочется плакать. Уважаемые парни осетины, обращаюсь к вам, которые таким языком писали, таким грязными выражениями обсуждали свадьбу. Куда мы катимся? Когда потеряли ту изюминку, ту национальную порядочность? Вот за таких парней как нормальная девушка может выйти замуж? Ведь выходит не за нацию, а за человека. С кем надо встретить достойную старость? И это не совсем не про деньги. Это об уважении к женщине. Некоторые мужчины не хотят работать на малооплачиваемых работах. Сразу на всех высокооплачиваемых должностей не хватает. А девочки не хотят ничего терпеть, добиваться чего-то вместе в жизни, как делали наши родители. А хотят всего сразу и выставляют ультиматум. Просто жить по Ахдау тяжело. Ищут легкие пути. Женщины начинают думать и ставить себя на первое место. Они не хотят быть только домохозяйками и за всеми ухаживать. Да, и там дальше, вот поэтому женщина хочет быть просто счастливой. Александр, вот как вам кажется, что сейчас происходит в обществе? Почему вот такое непонимание мужчин и женщин? И оно, наверное, есть, да, я же не ошибаюсь, потому что мы даже вот за кадром, когда только собирались, все подтвердили, что эта проблема, Ренат сказал, очень актуальная. Катастрофа. Катастрофа. Да, пожалуйста. Проблема определенно есть. Да, я хочу начать с моего любимого определения любви. Его дает французский психоаналитик Жак Лакан в 20-м семинаре. Он говорит, любовь – это отдавать то, чего у тебя нет, тому, кому это не нужно. Но почему? Потому что то, чего у тебя нет, это то, чем я не пользуюсь. Да? То, что я не могу кому-то отдать,
отдать, да, то, что вся при мне. Да, то кому это не нужно, потому что любовь — это не некоторое средство необходимости, вроде воды. Да, я без нее проживу. Может, плохо, но проживу. Да, в этом смысле любовь всегда выходит за рамки, за пределы каких-то базовых функциональных отношений. Это не какой-то обмен ценностями, ну, ценностями материальными, да, не какой-то обмен услугами и так далее. Это нечто совершенно другое. В этом смысле современный человек как раз-таки наоборот, очень функционален. Да, как раз-таки, когда он ищет себе жену или девушка ищет себе мужчину, чаще всего возникает это, как и писали наши комментаторы, отношение чисто функциональное и чисто денежное. Да, то есть кого-нибудь побогаче, того, кто будет меня обеспечивать. В этом смысле как будто бы вопрос любви больше-то и не стоит. И это понятно. Почему? Потому что современный человек, он очень часто лишается субъектности. Да, опять же, он становится функцией. Там, где я являюсь функцией, там, в принципе, нет пространства для любви, потому что я с другим не сталкиваюсь. Я не сталкиваюсь с личностью напротив меня. Да, я вижу свою потребность и ее закрытие. В этом смысле, опять же, вместе с уходом личности из современного пространства уходит и любовь. Залина, но раньше разве не было? Вот, то есть получается, что мы как-то по расчету, да, смотрим друг на друга, что раньше, мне кажется, тоже было, и приданое. Поскольку мы сегодня озадачены сохранением и генофонда, и культурных кодов нашего народа, я думаю, следует обратиться к такому небольшому историческому экскурсу. Да? Хорошо известно по результатам последних археологических исследований, что скифы, во всяком случае Среднего Дона, они заключали экзогамные браки, эндогамные браки. То есть внутри своей большой общности, но, безусловно, соблюдая вот эти вот родовые критерии, когда нельзя было жениться на близкородственных людях. Да? Но, тем не менее, скажем откровенно, что межэтнические и межрасовые браки, они присутствовали с древнейших времен. И скифы тоже, соответственно, вступали в эти межэтнические браки, во всяком случае, в регионах пограничья. Вот, скажем, если это были регионы Причерноморья, то они вступали в браки с греками. Да? Такие ситуации тоже возникали. Однако, безусловно, они прежде всего были озадачены сохранить свою национальную самобытность, идентичность. Потому что это не просто генетика, это и сакральные знания, это и богатейшая культура. Но, тем не менее, я вот сейчас, наверное, не буду, не хотелось бы мне, чтобы кто-то меня упрекнул в этноцентризме, но, тем не менее, и со скифского периода, и далее, когда на арену историческую вышли аланы, всегда престижно было жениться на скифянках, на аланках. И, соответственно, поскольку у нас скифа-сармата, алана осетинская преемственность, то эти как бы пристрастия, да, они распространяются и на современных наших девушек. Да? Но дело в том, что вот эти вот межэтнические браки, во всяком случае, в среде высоких сословий, да, всем понятно, что они заключались, наверное, больше с целью укрепить государственность, да, изучить культуру соседних народов, изучить язык, да, то есть вот такую миссию они несли, да, то есть очень серьезную, если брать более поздний период Средневековья. Хотя уже Геродот описывал тоже очень интересные свидетельства о браках межнациональных скифов. И далее уже в начале II века нашей эры, когда Алания уже стала очень таким вот мощным раннефеодальным государством,
тогда, конечно же, в контексте общеисторическом очень важны были укрепления вот эти вот межгосударственных контактов, и тогда их обеспечивали посредством матримониальных династических браков. Да? То есть, но в целом, конечно же, это не являлось массовым явлением. Если бы так было, мы бы уже до настоящего времени не сохранили свой генофонд, свою самобытность, свою национальную особенность, да, свои какие-то культурные коды, этнические ценности. Мы бы просто, наверное, потерялись на исторической арене. Поэтому все-таки скифы, аланы, они старались сохранить свою самобытность посредством того, что вот браки заключались чаще, конечно же, в среде одного народа. Причем вот большого, чтобы была возможность заключать вот эти вот союзы, исключая близкородственные связи. Я предоставлю сейчас возможность высказаться. И далее я уже расскажу о более позднем периоде, который тоже является достаточно информативным, интересным в плане заключения вот этих вот межнациональных браков. Да? Ну и, наверное, Мария Ясыня, да, ярчайший пример Да, тоже. безусловно. Ага. Безусловно. Вы знаете, когда Алания... Мы знаем более ранние периоды, да, это брак Сатыника и Арташеса, да, начало IV века – это легендарный брак армянского царя Трдата и его супруги Аланки Ашхен. Да. Далее, когда уже Алания приняла христианство официально, то стали актуальными монорелигиозные браки. То есть мы знаем достаточное количество межнациональных браков правящих элит, русских великокняжеских дворов, грузинских царей и царевен, аланских, осетинских, византийского императора и его супруги. И, знаете, если мы уже берем вот этот срез, то хорошо известен факт, что в 1116 году Владимир Мономах отправляет, в связи с противоречиями с половцами, он отправляет своего сына Ярополка на Дон, откуда он возвращается с аланами и с плененной аланской царевной, которую он взял в жены. Вот почему я об этом говорю. Потому что, когда я сказала, что действительно было престижно жениться на аланках, это и воспитание, это и высокая культура. Все, без исключения, летописные источники повествуют о необыкновенной красоте и уме, мудрости аланских женщин. Почему? Потому что наравне с князьями они управляли государством, что было нетипично для женщин даже княжеских родов XII-XIII веков. Мы хорошо знаем историю вот как раз Ярополка и его супруги Алены Яской. Были найдены печати, да, и ее супруга, которые нам повествуют о том, что очень много прав было дано именно аланкам, и я, как уже сказала, они наравне со своими супругами управляли государством. Что касается Марии Ясыни, то там вообще была уникальная история. Она со своим супругом Всеволодом Большое Гнездо, они стали родоначальниками более 100 великокняжеских русских родов. И они стали родоначальниками золотой ветви русской святости. Она очень почитаема была на Руси. И совершенно недавно также при строительстве одного из социальных объектов во Владимире были обнаружены и ее печати государственные, личные, и печати Всеволода Большое Гнездо, опять-таки повествующие нам о высочайшем статусе аланской княжны. Так вот, наверное, поэтому мы слышим эту тревогу, что как плохо, что наши девушки уходят к чужим, пусть остаются здесь. Но вот ценят ли сегодня мужчины, женщин, осетинок? Вообще, как вы считаете, что не хватает сегодня нашим девочкам? Девушкам?
Но Я вы вам так сказали скажу. фразу, что это катастрофа, люди Да. разводятся. Ну, Среди причин ваших очень много. Я думаю, каждая по отдельности причина – это не повод для развода. Когда вот этих причин много, тогда и разводятся. У нас сейчас очень много разводов. Прям все мои знакомые, они все в разводе. Почему? Ну, какие основные-то все равно есть? Это девушки стали более ну или хотят быть более самостоятельными. Хотят, чтобы парень Вы вот как-то сейчас больше... не прослушали, что сказала Залина. Какая осетинка? Так она Нет, же очень... понятно, да, это с другой нацией. А что касается с нашими мужчинами? Так, Девушки хотят, чтобы парень был более покладистый, чтобы он, ну, грубо говоря, плясал под их дудку. С да. нашими Ну, такое это, не мне получается. кажется, часто. Мне кажется, С частая нашими мысль. такое не получается, частая поэтому мысль, они уже мужская. выбирают Есть. кого-то с других стран, с других наций. С ними как-то полегче. Они то ли добрее, то ли у них характер более, как сказать, слабый. Мягче, да? Да, мягче. Мгм. И их легче, грубо говоря, прогнуть под себя, как девушки выражаются. То есть, С если не нашими такое не полагают многие, получается. что так Какой думают, вот кошмар. так многие Но мужчины мне кажется, думают, это что... основная... Ну, это так и есть. Нет, Так думают. так и нету. Ну, вы за всех говорите. Я просто говорю... Ну, меня получается, спросили, вы я за всех свое мнение мужчин говорю. точно так говорите? Не за всех, но в Основная большинстве мысль, да, основная пожалуйста, масса. Залин. Да. Вы знаете, очень серьезную мысль высказал наш коллега, и действительно. Но в прежние времена, опять я вернусь, мы же все-таки являемся продолжением наших славных предков, да, когда все было подчинено такому важному мировоззренческому понятию, как ахдал, вот подобных противоречий просто не могло быть, потому что общество Да. было настолько структурировано. Дело в том, что отношение к женщине у осетин, оно отличается очень вот значительно от даже представителей этнических групп соседних народов. У осетин еще со скифского периода описание есть. А у женщины всегда был высокий социальный статус, да? Женщину почитали, особенно старшую женщину, поэтому ее имя Ахчин, госпожа. И действительно в доме госпожой всегда была старшая женщина, которая, во-первых, девушки уже выходили замуж воспитанными в этой среде. Вот почему важно сохранять все-таки в определенной степени, конечно, вот эту этническую среду, когда всем все понятно. Вот. Они уже понимали, что от них ожидают, какие права и обязанности у них. Но к женщине относились... Вот эта вот гендерная асимметрия, которую мы наблюдаем, вот эти оппозиционные Сегодня понятия она, мужчина да, и ярко. женщина, да, Мгм. у осетин она не была так ярко выражена, как у других народов, потому что осетины всегда понимали, что не может морально угнетенная, порабощенная женщина воспитать полнокровное потомство, что было важно для нашего народа. Но к женщине не просто так относились с почестями, она и сама демонстрировала высочайшую культуру. И вот эпитеты, которыми можно было бы назвать осетинских девушек, женщин, вот просто одарить, да, это благочестие, благонравие, достоинство, благородство, разум. Ведь если мы будем обращаться к нартовскому эпосу, к которому, кстати, даже наши осетины относятся по-разному, поскольку они воспринимают эпические тексты как литературные произведения. Да, там ведь сплошная вот мифология, да, и там нет ничего предосудительного, просто нужно понимать. Так вот, Шатаанадар... Да, кстати. Да, Шатаанадар шилгой магуди фаланарт ежондой сарт. То есть и женщина сама проявляла высочайшую культуру. И не было таких разногласий мужчина-женщина. Да, нельзя сказать, что она была совершенно покорная. У нее, безусловно, но был порядок в обществе. Что-то было дозволено. И еще, она никогда себя не вела вызывающе. Можно я скажу вот вульгарно, то, что мы наблюдаем вот сейчас в современной действительности, да? И даже существовало такое высказывание «Шилгоймак карайсы бейнонтезур сахазары зур у сахазара и фарн лизгаканом». И когда мужчины в современном обществе вот совершенно просто, Ренат. да, Ренат совершенно правильно сказал, что женщина пытается доминировать
И это неправильно. Тем самым мы своих мужчин ставим в такое вот унизительное положение. Ну, я понимаю, что здесь, конечно, и мужчины сами тоже. Это частные локальные случаи, ведь нету вот единых рецептов. Но то, что я наблюдаю, да, вот сейчас, женщина забыла, что мужчина – это первичное, все-таки Он главный. Да, ну потому что хотя бы даже термин «выйдет девушка замуж за мужа», а не наоборот. Она выходит замуж, она принимает те условия, она принимает традиции его рода, его семьи. Соответственно, я не скажу, что она вторична, но все-таки, вот нас, например, так учили. Мужчина, налгоймак, хиштару, хазара. Простите, можно я вас Да, перебью? извините, Вот, всё, вот я вы не сейчас сказали, она выходит замуж, она принимает условия, какие якобы, да? Порядок, да. Да. Устой. Сейчас Устои. можно сказать, что они выходят замуж, они принимают условия, но втихую, в долгую игру они пытаются эти условия убрать и свои условия навязать. И вот из этого конфликты получаются между мужем и женой. И, естественно, в расход. Ну, возможно, это в нашем характере. Может быть, мы такие женщины с Кавказа, Они выходят с осетинки. тем же расчетом, что вот пока какое-то время, а там я его на свой лад уже переучу. То есть Для я чего знаком с это этим. нам надо? Понимаете, во-первых, спасибо за этот красивый исторический анализ. Я узнал много нового, Да, я честно. Спасибо. Но здесь нужно внести еще и пространство современности. Да, поскольку дело в том, что культура, вообще-то говоря, это экзистенциал. То есть то, через что я существую. Да, и культура современного человека, она от экзистенциала постепенно становится симулякром, то есть такой копией, когда мы начинаем копировать те устои и образы, которые были в древности, да, но копируем их по виду, а не по сути. Да, в этом смысле мы не сообразуем свою жизнь с той культурной формой, которая существовала, да, а просто пытаемся ее каким-то образом показать, да, так, чисто театрально. В этом смысле есть еще одна проблема, очень большая проблема. Это проблема перенесения старой культуры древней к пространству современности. Да, поскольку в конце 19-го, начале 20 века постепенно развиваются события глобализации. Абсолютно Да. верно. И, собственно, с тех пор И возникает... эмансипация в том числе. Возникает крупная проблема. Культура не поспевает за развитием. Да, собственно, она больше не отвечает тому запросу, который существует у современного человека. Культура не успевает перестраиваться и органически развиваться. Да, в этом смысле пространство этнической культуры и пространство современности – это пространство, которое существует в разных временах, буквально. Да, и в этом смысле, естественно, возникает очень большой разрыв. Разрыв, потому что современный человек просто может даже не понимать, а зачем ему вообще это нужно. Да, то есть не понимать, а что, собственно, мне это дает и как мне с этим работать. Спасибо большое. Напомню нашим телезрителям, что вы тоже можете принять участие в нашей программе, ваши комментарии в виде вопросов, сообщений. Мы ждем по телефону +7 918 822 64 64. Пишите, задавайте свои вопросы. Это все хорошо. Но проблема, она есть. Как вы видите решение этой проблемы? Залина, вот подключайтесь к нашему разговору. У вас есть свое мнение на эту тему? Во-первых, я хочу поблагодарить всех собеседников, кто спрашивал в этой студии. Здесь такой чистый психоанализ, исторические факты. Я прям услада для ушей. Вот все, что я услышала, прям большое удовольствие. Благодарю. Со своей стороны могу сказать, конечно, я придерживаюсь мнения Залины, что вот все от исторических фактов, да, но от себя я могу сказать, что мы, тоже с точки зрения психоанализа, мы перенимаем общность и стиль поведения, и вообще как внутри семьи от значимых взрослых. Вот о чем я в комментарии у тебя писала, да, то есть в семье как это было заведено между родителями, между папой и мамой. Если вот мы говорим об осетинах, это, наверное, единственная нация, где есть вот это потрясающее выражение «сардамбал». Мне кажется, такого ни у кого нет. То есть это даже не муж и жена, это друг по жизни. Я говорю, у меня мурашки по коже.
То есть вот с этим пониманием это как некое партнерство. И тут нет кто-то выше, кто-то ниже. Да, понятно, что мужчина идет, если мы даже через религию смотрим, то мужчина идет впереди, мужчина как бог рассматривается. Но в моей семье так не было. У меня мама не доминировала, у меня папа никогда не командовал никем. И при всей своей строгости мой отец, он достаточно уважаемый человек был и в роду, и вообще, в принципе, на работе, и в фамилии. Он мою маму называл «моя королева». И никак иначе он к ней не обращался. И все прекрасно знали, что жена султана – это королева. И я выросла вот в этой атмосфере, где мужчина и женщина – это Прекрасно. вот как невероятно. Я говорю прекрасно. вам, я сейчас просто, Так должно я быть. очень себя сдерживаю, чтобы не расплакаться. Вот Это это love правильно. story, в которой я росла. То есть не было дня, это редкий день, когда у нас не было цветов на столе. А вот кто должен быть первым? Инициатором. Да, кто первый в этой истории? Вот тут тоже вопрос такой. Мама с папой познакомились, мама училась в 8 классе. Она маленькая была. То есть он в ней увидел, наверное, и маму воспитывали, в принципе, точно так. Я думаю, это какой-то вот, как симбиоз, наверное. И тут нету, что кто-то должен больше на себя взять, кто-то меньше. Потому что если папа был хозяин, мама была хозяйка, и внутри семьи мы, как дети, росли, естественно, в большой любви. Я с этими понятиями вышла из семьи, и, естественно, когда я выходила замуж, я Вы их точно так это переняли. вносила. Да, вот как сказал мой собеседник, да, что я принимала условия этой семьи. У меня не Так. было вообще понимания, что я сейчас тут свои, как в чужой монастырь со своим уставом приду. Да? Да. Тут я, наоборот, им привнесла в их семью то, чего у них не было. Я поздравляла их родственников со всеми праздниками. Для них это было нонсенс. А зачем поздравлять с Новым годом, с 8 марта? Я говорю, у нас так заведено. То есть на каждый праздник мы объезжаем родственников и всех поздравляем. И для меня странно, что так у других не было. И я это привнесла. Ну, то есть, если что-то свое и вносила, так достаточно корректно, естественно, согласовывая это в рамках семьи. И, естественно, как бы я со своей стороны делала мощный вклад в наши отношения. У меня не было там, а сколько я денег положила там, а сколько я энергии вложила, и на что я его сподвигла или нет. Я во всем поддерживала своих мужей. Но вот тут важный момент. Это же должно быть обоюдно. И, естественно, я рассматривала всегда, что мужчина, он будет такой, как мой отец. Потому что ориентироваться на кого я могла? На папу и на братьев. И у меня такие примеры были. Но такого не было. Я не могу объяснить, с чем это связано, но то есть я столкнулась с тем, что, если так прям говорить, мужчины, эти мужья на мне очень экономили. То есть они никак не участвовали в делах семьи. Все, я в Извините, а итоге... можно вам вопрос задать? Да, тянула У на вас- себе. У вас замечательная семья, как я понял. Да. Ваша мать когда-нибудь вашему отцу сказала, мои деньги – это мои деньги, твои деньги – Нет, это наши так деньги? Изалина говорит, что она тоже такое не произносила, однако же... Ну, у поэтому нас и вообще не спрашиваю, было. да, Я даже делаю не акцент знаю. на это. Нет, конечно. Спрашивал? У нас вообще Нет. деньги Моя были мать вот в тоже одном месте. никогда о таком даже не думала. Моя мама даже слово «деньги» не разрешала говорить. Вот У это нас варка, был адвокат. такой период жизни, да, отец работал в МВД, мать на базаре. Вы сами знаете, 2000-е годы МВДшникам раз в полгода выплачивали. То есть какое-то время было так, что нас содержала мать. То есть Ну, это она зарабатывала, нормально. да. Было такое, что и у отца все хорошо. То есть, раньше было нестабильно очень. Сейчас же я с чем сталкиваюсь? Мои деньги, то, что я заработал, это мои деньги, то есть я их трачу на свое. То, что ты зарабатываешь, мы тратим на семью. Мне кажется, правильно? Я это не понимаю вообще никак. Я это сразу обозначил, это нет, все, этого не будет. Но человек все равно на этом настоит. Как и большинство наших девушек. Они вот То есть сейчас камень с такой- преткновения – деньги? Получается один из. К сожалению, в основных. нашем обществе, да, деньги стали Это выше такой любви. Один Ольга. из основных камней преткновения, как вы сказали. Гульнара, Вот. подключайтесь к нашей... Да, договорите? Нет, все. Все, подключайтесь. Сегодня, мне кажется, стилист, наверное, больше психолог, чем психологи, которые профессионально занимаются. Вынуждены, я бы сказала, психолог. Да. Вы, наверное, очень И очень много хороший знаете психолог, кстати, Гульнара. Спасибо. о женских судьбах. Я уже не уверена в этом, что я очень хороший психолог, Мы потому что уверены. времена, в которые мы живем, у меня на самом деле очень много лет не было детей.
И я, когда анализировала вот это вот состояние, вроде бы все хорошо. Почему я боялась? Внутренне я боялась приводить новых людей в мир, в котором лично я сама не разобралась. Если честно, ну правильно, в разводе. Да, Я дважды. тоже Абсолютно верно, она в говорит. процессе. То есть мы не справились с управлением. Мы не справились. Почему? Лично, я не знаю, как у кого, но я проработала в женском зале с женщинами почти 30 лет. Больше, чем у меня в кресле было женщин с их историями, не думаю, что у кого-нибудь из ребят, которые занимаются психотерапией, даже психологией, было. И я слышала огромное количество историй. Так уж получилось, что я, не совсем глупая женщина. У меня так получается, что я стою и начинаю анализировать, да, все, что происходит, и сопоставляю, естественно, это с каким-то... с какой-то дорогой жизненной, которую я сама прошла, и начинаю понимать, в какой-то момент у меня был вообще такой затык, хорошо, что я влюбилась, у меня вообще с детей не было. Я сказала, зачем вообще выходить замуж? Мы как будто бы с Венеры и Марса на самом деле. Эти чуваки хотят свое, мы хотим свое. И мне абсолютно нормально было, потому что я могла себе дать все, что может мне дать мужчина, как мне внушали в обществе, что мужчина должен стать твоим, мне так говорили, он станет твоим хозяином. Уже у меня так левый глаз начинает дергаться. Думаю, окей, хозяином. Хозяин что мне даст? Хозяин будет тебя кормить. Я так хорошо себя кормлю, ребята. Вы не представляете, как я хорошо себя кормлю. Дальше. То есть неправильно. Я вот вас слушала, и, во-первых, я в вас влюбилась. Я хочу вам признаться в любви. 100%. И я. Вы знаете, я очень жалею, что в определенный период моей жизни, и я бы очень хотела, чтобы мои дети тоже проходили у вас какой-нибудь курс. Я знаю все об этом, я могу вам его запустить. Потому что люди должны слышать это так, как вы говорите. Я впервые в своей жизни, я немножечко с феминистическим таким настроем пришла сюда, впервые в своей жизни я захотела попасть в те времена, когда была структура. Я, как женщина, очень мощная женщина, у которой есть деньги. Я все могу. Ну, правда, все могу. Мы Я даже это к знаем. психологу ходила и говорила, а зачем мне стать женственней? Зачем? Я все могу. А сейчас, вот слушая вас, да, и я вот слушаю, я улыбалась все это время. Не знаю, вы видели, нет? Но для меня это было... Я думаю, Господи, как прекрасно, когда есть структура. Как прекрасно, когда есть мужчина, за которым ты можешь быть, за которым ты готов идти, а мы, женщины, какие? Да мы все отдадим. Лишь бы было что? Чтобы никто тебе никогда не сказал, знай свое место. Все. Вот у меня уносит кукуху напрочь. Какое место? Все мы созданы, кто во что верит, не знаю. У каждого свое место просто, у каждого своя роль, но мы все абсолютно одинаково значимы. Абсолютно одинаково. К сожалению, на Кавказе сейчас идет какой-то странный перекос. Если бы они слушали таких прекрасных людей, подкованных в этом, знающих историю, и если бы это преподавали в школах, у нас бы не было таких больших проблем. У нас сейчас, я не знаю, я просто очень много всего хочу сказать, поэтому перескакиваю с темы на тему. Я вообще пришла, если честно, с другого немножечко угла, даже не посмотреть, она, может быть, выстрелить в кого-нибудь, например, в вас. Но мне не хочется. Мне не хочется, я понимаю, что мы с вами на одной лодке, но мы, правда, не справились с управлением в какой-то момент. Да? И посмотрите, пожалуйста, что сейчас происходит в обществе. Я думаю, что вы тоже, потому что мы блогеры. Я провожу огромное количество времени в Инстаграм. В социальных сетях. В запрещенных в том числе, Да. да. Я провожу огромное количество времени в этих социальных сетях и вижу ужасную вещь. Ужасную вещь. Сначала я поддерживала это тоже моментами, потому что выходили некие товарищи. Я думаю, что вы знаете, рыжий-бородатый мужчина, который рассказывал мужчинам о том, как им надо быть мужчинами, как надо ненавидеть женщин, какое у женщины место. Огромное количество последователей было у него. Я повелась тоже на эту историю, я начала через него ненавидеть в принципе всех тех мужчин, которые когда-либо сказали, Я там, думаю, я кто хозяин. призывает ненавидеть женщин, там с ориентацией что-то не в порядке. Ну, 100%. Однозначно. Но Нельзя смотрите, ненавидеть даже женщин. Сейчас в местах не столь я отдаленных повелась уже. на это, при том, что у меня же тоже какие-то свои жизненные были там претензии к мужскому полу с самого рождения. Естественно, таких, как я, было легко задеть. Ну, я думаю, что вы все понимаете, о ком идет речь. Да. И вот этот товарищ, И вы слава же уже богу, привлекли, сидит, насколько слава я богу. знаю. Пусть Да. сидит, да. Да. А тут же появляются женщины, которые начинают почему-то внушать женщинам, что они в принципе ничего, кроме того, чтобы выглядеть красиво и прыгнуть кому-то на шею, и чьи-то ресурсы использовать, не давая ничего взамен. Даже песня такая есть, там, он работает, а я красивая.
И тут у меня, короче, схлопнулся мозг. Я поняла, что, может быть, правда нами инопланетяне какие-то управляют. Ребят, это ненормально. Сейчас происходит самое страшное. Тут Мужчин два и конца одной женщин беды. пытаются столкнуть, сделать так, чтобы мы друг друга возненавидели, и чтобы мы Абсолютно верно. выродились все. Мы должны на это сейчас обратить внимание. Я считаю, что Полностью это самая согласна с страшная вами. проблема. Мы должны перестать вестись на эти провокации и просто посмотреть друг на друга и спросить, что ты хочешь? Может быть, я могу тебе помочь? Или ты что хочешь? А давай просто, как вы говорите, мне так понравилось, как вы сказали, давайте просто любить, уважать друг друга, чаще обниматься, Спасибо. не знаю, чаще слышать друг друга. Чаще Слышать всего друг такое друга. бывает Чаще идти только на с одной компромисс. стороны. Вот, видите как? Да. И А со это второй точно уже так же ответа не отвечают бывает. и женская сторона. А это только с моей стороны. Мужчина говорит, да, Да. я с моей, а от нее не идет. Александр, хотели дополнить. Да, вы подняли очень красивую проблему потерянности человека. Да, он сам сегодня не знает, чего он хочет любви, да, чего он хочет от другого. Более того, он не понимает своего места в мире. И вот от этого непонимания своего места в мире, естественно, возникают вот эти проблемы, точнее, это проблема, о которой мы сегодня говорим. В том смысле, что как раз в этот момент я и начинаю перенимать чужие паттерны, да, там, вот я буду красивый, а он будет работать, или еще что-нибудь в Да. этом духе, да, то есть возникают эти мужские и женские задачи, и возникает очень большое различие. Очень большое различие в том смысле, что возникает противоборство. Хотя по сути своей, да, вот вы тоже сказали очень хорошую фразу, да, вот про, как вы сказали, мои деньги, Мои деньги – это мои деньги, Да. твои деньги – это Это наши наше деньги. общее. Вот, да. Да. То есть, смотрите, Нонсенс. как раз-таки вот в этом выражении возникает «мое» и «наше». Да, не то, что все оно наше. Да, то есть вот эти пара влюбленная, они становятся общим субъектом, да, некоторым единством. Да, а наоборот является то ли нашим, то ли моим, то ли еще чем-то, то есть то в противоборстве, то еще в чем-нибудь. То есть в этом смысле, вообще-то говоря, этот человек без знания своего места в мире, человек без вот этого понимания, кто стоит перед ним, он, вообще-то говоря, не может любить, он не может быть, не может создавать семью, он не способен вступать в эти надежные отношения. Да, и в этом смысле как раз-таки вот здесь вот этой потерянности, о которой вы сказали, все и начинается. Я с вами абсолютно согласна, но там есть еще один момент. Когда в отношениях кто-то говорит «я главный», да, а потом главность в чем заключается? Я там обеспечиваю семью, а ты движ наводи в доме, грубо говоря. А потом вдруг движ наводящая должна тоже выполнять эту Обеспечивать. функцию. И потом получается такой перекос. Понимаешь? Почему мне кажется, что когда вы об этом говорите, то это как оскорбление звучит? Почему? Ну вот я скажу женщине, знай свое место. Да. Почему это оскорбление? Вы скажете так? Ну, я могу сказать, но это не Ну, оскорбление. понятно тебе, Знай почему свое вы место. дважды в разводе. Нет. Вам Ладно, я непонятно. шучу. Иногда же можно. Почему это как оскорбление звучит? Я Я понять не какую могу. А мне что, хорошо. место? Ну, место женщины где? Где? Рядом с мужчиной. Чуть позади. Какой хитрый. Чуть так Позади, же? чтобы что? Чтобы защитить ее? Да. Или чтобы она знала свое место сзади? Это И разные чтобы вещи. она и знала Да. свое место, До что свидания. она Всё. за мужчиной. Все, понятно. Да, Залина, вот, пожалуйста, вот в да, чем вот проблема. Александр затронул Проблема, такую по-моему. очень интересную экзистенциальную тему, да, но я немножечко хотела бы оппонировать Александру, что, наверное, не свойственно нашей беседе, да. А когда вы говорили, вы, наверное, меня либо невнимательно слушали, либо я, может быть, не так выразилась. Я не призывала никого переносить именно структуру архаического социума, да, к современной действительности. А зря. Да, безусловно. Надо. Процессы глобализации, они неизбежны, да, уже в нашем сожалению. обществе. Но те духовные ценности, те устои, я имею в виду именно во взаимоотношениях, да, когда я говорила об отсутствии гендерной асимметрии в древних и не настолько древних обществах у осетин, как раз я говорила не о том, что кто-то кем-то должен командовать и понукать, а об уважении. И это уважение как раз обеспечивало вот это понятие ахдау.
То есть это был своего рода кодекс, и семья была как маленькое государство, и девочек воспитывали, да, очень достойно, и они понимали, я уже опять еще раз повторюсь, да, осетины всегда понимали, что нельзя угнетать женщину, тогда она не сможет вырастить полнокровное, достойное потомство, да, но опять возвращаясь к этой теме, вот очень вас беспокоит эта тема, да, что женщины, ее никто бы не унижал, ее бы никто не обижал, если бы она, наверное, сохраняла какие-то этикетные нормы, не подчиняясь, не преклоняясь там перед мужчиной, перед его старшими. Кстати, современным девушкам на заметку, а я могу потом забыть, умные девочки всегда хотят жить со свекровями, со старшими, выстраивая очень правильные взаимоотношения, да, даже если там нет большой любви, но понимая, что только в этой среде может быть полноценная, полнокровная семья, это не как бы не рецепт для всех, да, 100%, а вот 100%. просто по моим наблюдениям тоже, да. Девочкам всегда говорю, хотя бы потому, что ты будешь понимать, что твоих детей, кроме тебя, еще кто-то любит, твои старшие. Если даже они к Вот тебе это будут... еще один камень преткновения. Если они к тебе будут относиться не очень дружелюбно, да, по разным причинам, да, то ты будешь понимать, что твои дети любимы, желанны, да, ну, это мы немножечко отклонились от темы, но это тоже вопрос гендерных взаимоотношений. Да. Это важный вопрос. Это очень. важный Это вопрос. просто тема Да. очень, очень большая и, к сожалению, Да. очень тяжело. И знаете, немножечко, наверное, вернемся к началу нашего разговора. Я понимаю, что есть множество счастливых семей в межнациональных, ну, межэтнических, межконфессиональных браках, да, потому что все это локально, это индивидуально. Но иронадам раждардарафта зертой, Карсан ем ужан яхисей жарганам – это не рецепт для всеобщего, там, как бы, чтобы это все учитывалось. Но они все прекрасно понимали, что за всем этим может следовать. Это старшее поколение, которое вот сейчас своим детям говорит «На армашт ирон маш мой кан андер адамма», потому что они боятся ассимиляции, они боятся, что их девушке будет... И на самом деле, вот, Это очень наверное, вы серьезная расскажете, проблема на очень самом деле. сложно. И невозможно в полной мере сохранить свою национальную идентичность. Хотя, опять-таки, вот принято говорить, что в сравнении с вот этими высокими чувствами, да, все остальное кажется детали. Но мы же понимаем, что из этих мелких крупиц складывается жизнь. И поэтому вот наши старшие, они всегда проявляют заботу и осторожность, Но не когда... всегда. Ну, Что нам Далеко делать не сегодня? всегда, Да. к сожалению. возможно, да. Мгм. Что сегодня нам делать? Как нам из этой ситуации выходить? Во-первых, спасибо. Может быть, я неправильно выразился, поскольку я вам совсем не оппонировал. Да, я как раз к вашей речи и пытался дополнить, что сегодня в пространстве глобализации все изменилось. Да, и понятное дело, что перенести это невозможно. Да, я прекрасно это понимаю. Я пытаюсь намекнуть, да, и показать, я очень часто на наших передачах критикую современного человека. Да, говорю, что он пуст, говорю, что он потерял себя, все в этом духе. Да, как раз-таки и говорю о том, что культура, в том числе национальная, может быть тем экзистенциалом, в котором субъект себя обретает. Да, собственно, там, где он обретает свое некоторое место в мире, то, через что он может с миром работать. Не только через культуру, да, ни в коем случае, но это один из вариантов. Да, и в этом смысле как раз-таки современный человек, опять же, ввиду утраты своих экзистенциалов, обращается чисто к функциональным вещам. Ну, опять же, то, о чем я говорил, деньги... Ну, экономическая да, там, составляющая. экономическая составляющая. Почему-то Она она социальная, сейчас, да, там, какой-нибудь социальный статус повысить себе Да. через брак и так далее. Да, собственно, в этом смысле современный человек, он обращается не к другому, не к своему месту в мире и так далее, он обращается к экономическому и социальному статусу. В этой развертке совершенно не может быть никакой категории любви. Просто потому, что функциональные связи. Да, то, с чего я начал. Любовь – это отдавать то, чего у тебя нет, тому, кому это не нужно. Да, собственно, это не что-то необходимое, это не что-то функциональное.
В этом смысле современный человек в принципе способен обрести любовь, только если он выходит за пределы этой функциональной развертки. Да. Только если он обращается к чему-то экзистенциальному, к тому, каково его место в мире, через это он приобретает свою субъектность, и, собственно, только тогда он может стать другим для другого человека. Спасибо. Наши телезрители активно принимают участие. Здравствуйте. Когда мужчины поймут роль и силу женщины в этом мире, таких тем для обсуждения будет намного меньше. Мне интересно, почему у евреев главную роль играет женщина, почему ее роль считают важнее. Но, кстати, вот мальчика тоже воспитывала до 10 лет, да? Женщина воспитывала. До 3. До 3? Да, до 3. Просто я, знаете, чего опасаюсь? Что я буду многословной, а вот девушкам, наверное... Ничего, да, коротко. да. Дело в том, что, вот опять-таки я говорю, да, что осетинское общество, когда мальчиков воспитывали как мальчиков, а девочек как девочек, то вот подобных, еще раз говорю, да, конфликтов, противоречий просто не могло существовать. И на самом деле, обращаясь к древним обществам, осетинских и мальчиков, и девочек, да, до 3 лет воспитывали исключительно женщины под покровительством женских и детских небесных покровителей. Да. В 3 года мальчики переходили в мужскую сферу, и вот когда совершали обряд савакак, эти мальчики уже воспитывались исключительно вот мужчинами и в мужской сфере. И тогда все было как бы на своих местах. Спасибо. Я мама 2 дочерей. Одна вышла за осетина, живет в селе. Все по традициям, но плачет каждый день, потому что муж ее не слушает. Вторая вышла. Муж её не слушает. Другая национальность, живет в Москве, счастлива, муж помогает по дому, уважает ее. Скажите мне, как матери, я должна радоваться за ту, которая сохранила традиции, или за ту, которая нашла свое счастье? Не знаю. А как она сохранила традиции? Просто потому, что вышла в селение, вот в село Ну, замуж? вот вроде пишут, что все по традициям, чтит их. И это У нас, её, конечно. Зарин, давайте подключайтесь к нашему разговору. Вот у нас Зарина, вы вышли замуж не за осетина. Не за осетина. Так, рассказывайте свою историю. С вашего позволения, я просто очарована каждым из вас. На самом деле, тема, которую мы поднимаем, она очень остро стоит. Но здесь, как мы уже говорили с вами, помните, дефицит любви. Да. Вы знаете, человек хочет быть любимым. Неважно, это мужчина, это женщина. Он хочет быть принятым, он хочет быть понятым. Сейчас что происходит? Люди закрываются, как устрицы, как раковины. Они боятся быть смешными. Они боятся быть другими. Я считаю, что человек должен показывать себя таким, какой он есть. Он должен транслировать себя в этот мир, какой он есть, не боясь быть смешным. Люди уже начинают опасаться каких-то вот нехороших историй, потому что Инстаграм, Телеграм, я не знаю, что Называем, еще. да, запрещенные. Да, Все запрещенные сети, да. Да, все, простите меня. Соцсети, да. Да, все запрещенные соцсети, я не знала такой подробности. Вот. Они нам транслируют, что выходи замуж только за богатого. Не надо, чтобы тобой вертели, ты же мужик. Но вот это все, это стереотипы. И люди идут следуя этим стереотипам, и забывают слушать свое сердце, свое «я». Мы теряемся в этом мире, который на нас одевает маски. Хотим мы или нет, но мы одеваем эти маски. И очень редкие люди не носят их. А вот потому смотрите, что... да, договорите. Да нет, я вас слушаю. Вот в социальных сетях тоже очень много таких видео, где мужчина там, значит, с букетами к ней, там, на колено, где-то он ручки ей целует, эмоционально проявляется. Но все-таки, мне кажется, мужчина осетин, кавказский мужчина, он воспитывается по-другому. И вот проявление этих эмоций, Это даже оно не мужчина осетин или кавказский, это в целом мужчина так не не должен себя вести. проявлять себя. Вы так считаете? Ну почему здравый- же мне мой муж, прошу Здравый прощения, мужчина, он не Иностранец. бежит вдогонку за женщиной. Он не будет уговаривать, упрашивать. Отказали тебе? Можно вот Да, Залина, Да. пожалуйста. перебью? Можно?
когда я отстаивала права женщин и мужчин, да, именно с позиции гендерной гармонии. Если мы обратимся к этнографическим описаниям, если мы обратимся к сюжетам нартовского эпоса, Да. то, кстати, не только в осетинской традиции, во всех древних культурах существовала традиция испытания жениха. Девушку никогда не выдавали замуж, пока они не поймут, что из себя представляет ее избранник. Ну, избранник так тоже не скажешь, потому что в древних обществах все решалось по-другому. Хотя во время вот этих общественных танцев, да, девушка могла себе позволить вот негласно выбрать через распорядителя вот этих вот танцев, да, либо она Слушайте, а соглашается, каким либо образом нет. испытывали? Ну, вот смотрите, если мы возьмем нарты Катчета, да, то для того, чтобы, ну, скажем, такой вот элементарный сюжет, да, пока мужчина не совершил какой-либо... Там раздобыть, вот, допустим, даже вот песня Подвиг. есть фольклорная, да, «Ахамбой машканиныш, уартамын афт хохефале, жали аккаум, сакурайфар дагайкажи, уймын чирбахаша, уман рацинан мама», ну, как бы мажарда. То есть я, ну, не совсем дословно. Сегодня мы ждем как же тема поступков. любви тогда? А многие не знают, что такое Сакурай Фардык даже. Нет, а как же тема любви тогда? Так это не... Хорошо. Разве одно другому мешает? Как раз Ну таки как, то есть всему... несколько человек, и вы кто... не хотите совершать подвиги? Я не говорю... нет, я не про это. Поступки Поступки на женщин она Я не сегодня про это. абсолютно. Вы сейчас люблю сказали, эту что женщину. кто принесет, тому я подарю бы свое А сердце. что принесет? Вы же не Ну, понимаете. Я же там Да, не я идет речь о нардский эпос, я, материальных. может, не так хорошо знаю, Вот но это нехорошо. я услышал то, что кто первый совершит подвиг, за того я выйду замуж. Так в Красиво. Как же любом тема королевстве так было. тема даже любви и- как? если и любовь- он Если женщина кричал. любит мужчину, даже если он не совершает подвигов, она выйдет за него замуж. Не Вы должен не думаете, расставить что никаких у этой поступков. женщины есть Если женщина старшие, любит мужчину, что- то она ну, ему спускает то, что он мамин зайчик, потому что в Осетии в основном... Но давайте это уже из честно, крайности в в крайность у Осетии вас. в основном женщины. Я сама женщина, которая живет в Осетии, поэтому я имею право Ну, это я говорить. тоже И я здесь живу, знаю да. женщин, которые неправильно воспитывают своих мальчиков. Да. Они изначально дают им что-то не то в голову. Если Да, вы, пожалуйста, выпустите что-нибудь, Да. дайте нашим детям вырасти нормальными людьми. Потому что у нас все поломанное общество. Мальчиков, в принципе, растят Обещаю, неправильно, сейчас с пониманием того, что он король, но при этом он не должен совершать никаких подвигов, просто потому что он родился мальчиком, уже где-то растет ему домработница, там служанка, Да. которая еще будет работать и с ним деньги делить и так далее, и так далее. Я просто это все очень много слышала. На самом деле надо просто разговаривать. Наше Надо общество, разговаривать. можно я скажу? Согласна, Да, Залина, 100%. пожалуйста, надо Немножечко разговаривать. Надо уметь Ну, вести сказать приходить к здорово, консенсусу. наверное, да, нездорово психологически. И тому... Стопроцентно, я Да. думаю, даже. Это. И люди даже в этом не виноваты. Вот этот информационный натиск, Согласна. вот эта переоценка ценностей абсолютных, вот просто неумение в семьях, да, я не скажу, что я там эталонный образец мамы, да, или что-то еще, но тем не менее в социум ребенок приходит из семьи, Из и он семьи. привносит в это общество то, чему его научили в Да. этой семье. И вот с тех пор, как мы утратили традиционность определенную, да, те каноны, законы, которые существовали, хотя бы нравственные, вот с тех пор мы и видим вот то, что вот мана иронадам кутфазуренс арву мажахахшан. И запомните еще одно, я уже как пророк говорю. Дело в том, что вот в смешанных браках, да, я потом хотела задать этот вопрос, но что касается вот осетинских мам, пока осетинские мамы не начнут петь своим детям Авданы Жарджита, колыбельные на осетинском языке, начнем с этого, да? Страшно. Мои дети слышали эти колыбели. Прекрасно. Вот. Ни о каком возрождении традиций, да, потому что мы не можем себе позволить утратить язык и основные элементы традиционной культуры. Иначе по какому принципу мы будем именоваться осетинами? А мы же дорожим своим происхождением. Мы же говорим, вот на фудал-то там, да? Так вот, коштако джахта, да фудал-тай мапал, да хадагнан бажага. Если мы сами не будем соответствовать такому высокому званию, как вот осетин, алан, скиф, сармат, да, мы просто
Потеряемся, Да. как сказал Александр, да, что мы теряемся Да. немножечко. Я попрошу вашу историю тоже рассказать, как вы встретились это со своим интересно, правда. супругом. Рассказываю. Ну, мы познакомились совершенно случайно. Многие люди, может быть, не верят в такое Кто он по понятие, нации? как он бразилец. Так. Он бразилец. Вот. Я, на самом деле, всегда очень с такой большой любовью отношусь к латинским языкам, иностранным языкам. Мне это интересно. И вот я просто для того, чтобы изучать, не забыть итальянский, испанский язык, я, наверное, в прошлой жизни была где-нибудь жила в Италии. Не знаю почему, очень люблю, очень. Вот мне созвучна эта страна. И совершенно удивительным образом, на самом деле, получается то, что вот слово «судьба». Я пришла на такой вот, как его называют, господи, социальная сеть, да, испаноязычная Кепаса, чтобы учить испанский язык и не забыть итальянский. И через какое-то небольшое время мне написал мой муж. Причем, вы знаете, я тот человек, который... Нужно сохранять свое национальное. И я скажу сейчас очень важную вещь, очень важно, чтобы не забыть. Сразу я немного перескакиваю, простите, пожалуйста. Ведь если ты несешь национальную культуру, там, где бы ты ни был, ты ее будешь транслировать, и ты ее будешь сохранять, и ты будешь передавать своим детям. Почему? Потому что ты любишь, и ты помнишь, ты гордишься. Мои дети выросли здесь, только старший сын родился в Бразилии, но они знают, что такое национальная культура. К сожалению, это большой минус мне. Я не говорю на осетинском языке дома. Это большой минус мне, я знаю, это моя большая боль, это прям вот проблема. Возвращаемся к вашей встрече. Возвращаемся к истории. Что самое главное, что меня зацепило. Мой муж написал мне, и он написал, какой он человек со своими достоинствами и со своими недостатками. Честно. Без масок. Да, он сказал, какой он есть. Он мне показал себя, он не побоялся открыть свою душу передо мной. И меня это... Я подумала, господи, это какой-то уникальный человек. И он мне в конце написал, теперь ты не захочешь со мной разговаривать. И я подумала, господи, да я еще как захочу. Потому что вокруг столько много клоунов, столько много орликинов, паяцев и так далее, которые показывают не в обиду к осетинским и разных других национальностей мужчинам, но все показывают то, чем они не являются, многие. А тут мне говорят честно, какой он есть. А потом он сказал такую вещь, которая тоже меня на самом деле потрясла. Хочу сказать, что он из простой семьи, он не какой-нибудь там магнат из Дубая. Он сказал, можно я приеду, посмотрю тебе в глаза и скажу, что я тебя люблю. Если ты меня не примешь... Я сейчас расплачусь. Если ты меня не примешь, мне будет больно. Но я сделаю то, что я должен сделать. Я вам уже говорила об этом. Вот. Он приехал, он понравился буквально всем моим родственникам. Он нам Здесь... тоже уже нравится. Он и моя тетя, Всё, я уже Царство ей люблю его. небесное, она посмотрела на него и сказала, я сказала всем, смотрите внимательно, потому что я влюблена, я могу ошибиться, а вы смотрите и говорите мне прямо все как есть. И она сказала, человек с такими добрыми глазами не может быть плохим. Зарина, не может быть плохим. Вот. Здесь была наша помолвка, и в Бразилии была наша свадьба. Вы В пожили даже да. там В какое-то Бразилии время? я прожила почти 5 лет. И самое удивительное, знаете, у него тоже традиционная семья. Они меня вот так обняли, его папа и мама сказали, вот во время свадьбы. Они, кстати, молятся еще. Вот во время свадьбы, что это было удивительно. Они сказали, Зарина, у нас есть еще одна дочка. С любыми вопросами обращайся к нам. Надо, не надо, говори все нам. Мы здесь, хоть мы и живем, мы жили в разных городах. 8 часов на автобусе, там не существует поездов, там есть автобусы, люди путешествуют или автобус, или самолет. Вот. И это, знаете, необыкновенное чувство гармонии, потому что я пришла в эту семью, я думала, я люблю своего мужа. Если меня не примут, я буду относиться с уважением, ровно, с такой же любовью, как и мужу, да? Потому что, я не пряник, чтобы всем нравиться, мало ли. Но меня приняли с такой любовью, что это просто, это колоссально. Потому что вы это сами невероятно. транслировали эту любовь. А можно я вот Я все-таки просто плачу. Я в не могу. защиту Вот это- наших юношей, да, скажу, даже
на примере своих студентов. Когда вот такая вот массированная критика, да, в адрес молодых людей, я хочу сказать, что на самом деле преобладает хороших ребят гораздо много больше. И они стремятся в том числе и к знаниям традиций, да, культуры. Вина старших в том, что мы не можем их правильно образовывать, обучать и научить именно важным вещам именно ребят, да, возможно, и девочек, чтобы не было таких противоречий в обществе. Мне кажется, старшие тоже должны о многом призадуматься. Мне кажется, знаете, не только мужчина к женщинам, здесь уже и женщине к женщине иногда относятся не Да. очень хорошо. Гульнар, объездили полмира практически с мастер-классами. Есть существенные отличия в отношениях между людьми? Конечно, огромные. Вообще эта передача, конечно, очень мало длится. Хочется говорить и говорить об этом минимум 4-5 часов с перекусом осетинскими пирогами было бы хорошо. Да, тут остается буквально секунды. А тема, она на самом деле всеобъемлющая. Я последние полгода я провела в Америке. И мне пришлось наблюдать за разными людьми там, в том числе это были люди, которые отсюда приехали туда, наши, в общем. Даже они там по-другому проявляются. То есть, оторвавшись от каких-то этих вещей, которые здесь сейчас происходят, не очень хороших. На самом деле мы не дораскрыли эти какие-то моменты, не успели, надо еще. У нас есть еще время. Там наши ребята раскрываются по-другому. Там наши мужчины, больше мужчины, наши женщины, больше женщины. У них абсолютно все хорошо. Они друг с другом прям классно. А то, что я увидела у местных... Потому что нет масок, я думаю. Может быть. Дело нет, не в масках, нет, там не только. нету Не только. осуждения общества. А может быть, Возможно, как да. раз таки здесь этого и осуждают, боятся. потому что что-то здесь делать нельзя. Да. Там они это себе позволяют и якобы раскрываются. Здесь они себе не этого якобы, позволить там не нет могут. якобы. На самом Якобы деле ни нет. что. Если, Да. смотрите, вместе могут быть кто угодно. Вам нравится доминировать, вам нужна женщина, которая нравится, когда над ней доминируют. Да. Правильно же? Люди все разные. Мне, например, хочется партнера, который пойдет со мной. Я буду с ним вместе идти, мы будем вместе идти. Он Как будет там равноправные. я ему буду Да. подавать. То Как есть, равноправные. Да, я об этом тоже что говорю. такое Это- равноправие? Я не Вот понимаю. я тоже не понимаю. Ну, что это такое. партнеры, Давай отдельную это передачу, один- где мы Скорее будем всего, издеваться. то Да. же самое, о чем вы говорите сейчас. Вот это Смотрите, равноправие. все люди разные, и нужно уважительно относиться к выбору каждого, правда же? Самое главное точно. — найти своего человека. Так вот, в Штатах, что я заметила, те семьи, в которые я была вхожа, возможно, потому что это были просто люди такие классные, какие-то хорошие, так повезло мне. И то, что я видела, у них совершенно другой уклад жизни. У них там такого нету, что там мужчина условно зарабатывает, женщина знает свое место или еще что-то. Нет. Они вместе ходят на работу. Вместе. Самое главное, что я поняла, эти люди друг друга понимают. Они дружат. Они сплетничали на кухне, 35 лет вместе живут. Я говорю, идите спать, вы мне мешаете. Они еще, подожди. И они сплетничают. Боже, какое счастье. Я на них смотрела, думала, я тоже Но хочу это же не только в Я других хочу странах. сплетничать со своим мужчиной. Вот да- Я хочу, чтобы я когда пришла был с еще работы... жив мой отец, я Сейчас, вас перебью. секундочку, я Хорошо. быстренько так говорю. Я хочу, чтобы когда я пришла с работы вот такая, а я девочка, я чуть-чуть больше устаю, и у меня мышцы не такие сильные, как у мужчины. Мне нравится, когда он к ней подходит и говорит, садись, я тебе сейчас массаж сделаю, на тебе кофе. Потом в следующий раз мы с ней сидим, она говорит, ой, он так любит там запеканку, сейчас я ему тук-тук-тук сделаю, он приходит такой, тут есть слой, они там то сделали. Ты мой хороший, садись, давай я тебе вот твою запеканку. Он говорит, Я сижу, в другое время я вообще же такая не очень улыбчивая, там у меня мышцы вот эти развиваться стали. Потому что ты хочешь, не хочешь, ты улыбаешься людям. Я когда посмотрела, почти в 50 лет поняла, как я не хочу, как я хочу, я еще до конца не поняла, но как я не хочу, я точно Я извиняюсь, знаю. не услышал. Как я хочу что? Я теперь вижу, как я точно не хочу. А как я хочу? Как Пока я не хочу, я знаете, пока да? разбираюсь. да. Сколько вам лет? О, боже. Я извиняюсь. Не, нормально. Что бы ни было. некорректно. И до этого возраста вы не поняли, что вы хотите? А до какого Ну, я вам возраста завидую, если вы девушка поняли. великолепная? Я, к сожалению, нет. Учитывая то, что я работала в Осетии почти 30 лет, и осетинских женщин обслуживала и слушала, я была в шоке. Ну, я не знаю. Вот- слышала вот вы говорили, что огромное количество они на кухне не очень сплетничали хороших 3 часа. отношений. До Кто? тех пор, пока мой отец был жив, я просыпался утром от того, что они с моей матерью сидели на кухне. Они 28 лет они уже были в браке, Круто. когда отца не стало. 8 лет назад, да.
И по сей день бы они жили очень хорошо, и так бы сидели бы и сплетничали. Тут дело не в Ну, это же географии, прекрасно. где человек... Вот именно, да. Тут дело не в географии, где человек живет на данный Не-не-не, момент. абсолютно. Счастливыми можно быть и здесь, в Осетии. Абсолютно точно. Это не Я с вами обязательно согласна. жениться на Она ком-то просто из меня другой спросила, нации. как Конечно, в других местах. Но я просто говорю о том, что в других местах как бы это уже чуть-чуть больше внедрено, и у них браки получше. А у Здесь это нас тоже не есть. так много этого. То есть у нас нету вот этого, ты должна быть такой, потому что ты девочка, а ты должен быть. Никто никому ничего не должен. Ну, Найдите друг откуда друга, вы знаете? поговорите, договоритесь и живите счастливо. Все. В социальных У меня сетях всё. только картинка. Как на самом деле, никто же не знает дома. В социальных сетях Своего человека надо. мужчина может быть таким вот героем, а его женщина, допустим, ну, никем. А на самом деле дома совсем по-другому. Она им командует. Это Ну, так это проблема нашего общества. Быть, казаться, а не быть. Вот именно. Казаться, а не быть. Это проблема. А почему тогда, уезжая куда-то в другую страну, они там не хотят казаться, а именно они могут быть? Почему они здесь не могут быть? Смотрите, я расскажу о такой вещи. Вы тоже знаете, что такое ностальгия. Ностальгия. Я имею право об этом говорить, потому что практически 5 лет меня не было дома в Осетии. Когда я уезжала, я сказала, пожалуйста, отвезите меня в наши горы. Я вот так говорю, боженька, если я, как бы, мне суждено уйти из этого мира, пусть я опять приду сюда, в Осетию. Я очень люблю свою родину, очень люблю Россию, это не об этом, Осетию. Волнуюсь, извините. Смотрите, немного сбилась, уже буду говорить то, что я говорю. Если человек любит то свое, я не знаю, свое географическое место, где он родился, свою культуру, он будет ее транслировать дальше. Я уже повторяюсь, я знаю, но не зависит от человека, да, вот как бы вот то, что ему навязывают. Если ты не хочешь, чтобы тебя навязывали, будь свободен, будь собой, и ты будешь притягивать то же самое, что свободное, что является собой. Вот в завершение я Если ты так любишь свое думаю. место происхождения, Ну, это как магнетизм. зачем это Да. транслировать с другого конца мира? Так это же круто, когда мы куда-то внедряемся, и там осетинское транслируем. Ну. Мы должны радоваться А этому. если сюда кто-то будет внедряться с другой Мои стороны? бразильские родственники То есть я знают, что люблю такое Осетию, осетинская и я культура, отсюда знают, что никуда не такое три уеду. пирога, Я это они себе знают точно многое. сказал. Спасибо. Спасибо большое. Вот чтобы завершить нашу беседу, закруглить, вот вопрос от телезрителей. А какой должен быть базовый минимум для вступления в брак? Залин, с вас. Что имеется в виду? Наверное, я думаю, что Честность. каким должен быть человек, прежде чем, что должно произойти, чтобы он вступил в брак, может быть, заранее договориться как-то, не знаю, какими качествами должен обладать мужчина или девушка. Ну, я считаю, что Зарина произнесла ключевую фразу. Когда есть любовь, когда есть взаимопонимание, что, ну, я считаю, что это любовь не только к своему супругу, любовь не только к супруге своей, любовь к миру. То есть вот это гармоничное мироощущение, оно должно присутствовать не только при вступлении в брак. Человек должен ценить все, что ему даровано свыше. Да? Сама жизнь — это величайший дар. И мы не можем ее растрачивать на конфликты, на споры, на ссоры. Мы начинаем это остро ощущать тогда, когда к нам приходят, ну, скажем так, не совсем радужные события, да, вот тогда мы начинаем переосмыслять. Но ведь есть возможность вот здесь и сейчас, да, беречь, хранить то, что вот даровано, и стараться понять друг друга. Тоже была озвучена эта фраза. И не доказывать друг другу ничего, а просто вот слово «уступать» — это не значит смиряться и быть слабее. Но на самом деле... Мы воспринимаем это так все, мне кажется. Даже вот в семейных бытовых конфликтах всегда, вот как осетины говорили, «ишчихуама жончендерфова», не нужно вступать в противоборство какое-то, да. Я, может быть, не совсем точно отвечаю, потому что там на самом деле вот этот базовый минимум, мне кажется, эта фраза... Тоже из соцсетей. Да. Вот. Просто нужно быть людьми, и нужно хотеть жить, создавать семью, и
Да, и понимать, что вот когда парень женится на девушке, я всегда говорю, смотри на нее прежде всего как на будущую маму своих детей, и тогда будет все ясно. Спасибо большое. Спасибо. Любовь не спрашивает национальности, а наши традиции настолько сильны, что их с уважением принимают даже те, кто родился за тысячи километров от Осетии. И что бы ни говорили вокруг, во всем главное, конечно же, любовь. И именно она превращает чужаков родных и разногласия в повод для гордости за то, как много мы можем дать друг другу. Любите и цените друг друга. До встречи.